Каждый раз, когда мы ставим какую-то сложную деталь на печать в 3D принтере, возникает необходимость создания поддержек, которые в свою очередь тратят очень много материала, потом их выкидывать очень жалко, либо их нужно нести на переработку, ну и более того, время печати заметно увеличивается. И тем не менее, хочется печатать хорошие детали, которые будут подходить по всем размерам и будут иметь ровно ту форму, которую мы задумывались. Но при этом не возникает мысли о том, как же можно сделать так, чтобы печатать без поддержек. Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня мы с вами поговорим о том, как печатать без поддержек, которые нам предлагает сделать обычный слайсер для 3D принтера. Цели данного урока — это знакомство с методами печати деталей без использования поддержек слайсера, изучение настроек слайсера, учет конструктивных особенностей при моделировании поддержек, а также сравнение времени печати моделей с обычными поддержками и самодельными. Что нужно знать и уметь? Уметь создавать базовые чертежи из графических примитивов, уметь создавать 3D-модели и пользоваться базовыми инструментами, также и уметь использовать параметры очень сильно вам поможет, не напрямую в этом уроке, но косвенно очень пригодится. Плюс ко всему, черчение на бумаге, знание информатики на уровне 8-9 класса, уметь пользоваться компьютером, 3D-принтером и уметь создавать G-код. Но перед тем, как мы перейдем к самой сути урока, я хочу рассказать вам о том, что такое поддержка. То есть, у нас есть очень много различных деталей, которые не могут полностью положиться на стол 3D принтера, соответственно, они висят в воздухе. Но напечатать нам все равно ведь нужно эту деталь. И что нам делать? Нам необходимо поставить своего рода поддержку, то есть какие-либо, скажем так, уплотнения, на которые уже у нас материал может лечь. Ну и, к примеру, на принтере MakerBot распечатывали вот такой вот винт, и который имеет, скажем так, такую не самую простую форму. И именно для этого нужны поддержки, чтобы винт был изогнутым. К примеру, возьмем деталь от ходячего робота, которого мы делали примерно в октябре-ноябре 2020 года. У него был вот такой цилиндр, как раз таки благодаря которому поднималась и крутилась вся нога, то есть благодаря которому шел весь ход. Как вы видите, форма у него очень даже сложная, то есть я не могу его положить ни на одну грань, чтобы у меня что-то не висело в воздухе. То есть так у меня висит как минимум в воздухе вот эта часть, то есть маленькая часть, и вот эти два ушка. Если я возьму его, переверну по оси Y, то, как вы видите, вообще вот вся вот эта часть висит в воздухе. И мне еще и ушки висят в воздухе. И мне так или иначе нужно распечатать этот цилиндр, чтобы у меня работал мой робот. Что я для этого делаю? Во-первых, я помещу все-таки цилиндр вот так, чтобы у меня отверстия были максимально круглыми, чтобы материал не провисал при печати, но мне нужно сделать поддержки. Поэтому я делаю вот такую ситуацию. То есть Support Everywhere. Нажимаю кнопку Yes. Infill давайте сделаем 30% примерно. Естественно, печатать мы это сейчас не будем, потому что в целом это больше для наглядности. И теперь нажимаю Slice Now. То есть, как вы видите, поддержки у нас создались вот здесь, чтобы у нас мог пропечататься весь цилиндр. И печать цилиндра в таком случае занимает 6 часов 15 минут. Давайте я уберу поддержки, делаю None. И тогда сделаю Slice Now. И вместо 6 часов 15 минут мы получаем 5 часов 35 минут. То есть вы видите то, что поддержки заметно замедляют печать нашей детали, так еще и используют очень много материала, скажем так, впустую. Это очень большая проблема, которую нужно как-то решать. То есть, естественно, иногда нам для таких округлых поверхностей все равно нужна поддержка, но тем не менее без нее можно обойтись, и я сегодня хочу рассказать как. Для начала мы смоделируем небольшую детальку, скажем так, с помощью которой мы как раз таки поймем, как сделать поддержку той или иной области. То есть я хочу, чтобы эта деталь была в целом размером примерно 40 мм на 40 мм, ну или давайте сделаем даже 50 на 50. Сделаем вот так, толщина стенок пусть будет по 5 мм. Здесь же есть 5? Да, здесь есть 5, отлично. И теперь это поднимем еще наверх, наверное, на 10 миллиметров. Примерно вот так. Теперь сверху я хочу сделать такую площадочку небольшую с отверстием. То есть я делаю вот так. И после этого я делаю непосредственно само отверстие вот здесь. Пусть оно будет, ну, давайте сделаем побольше, на самом деле. Ничего нам не мешает, скажем так, использовать поменьше материала в таком случае. И теперь давайте также поднимем все это на 5 миллиметров. Примерно вот так. То есть у нас есть вот такой, скажем так, небольшая вот такая скоба.
Вот, но тем не менее, было бы очень просто напечатать ее, мы могли бы просто положить вот на вот эту плоскость и сделать печать очень легко, быстро и просто без поддержек. Но, предположим, в следующей ситуации у нас есть, скажем так, вот такая небольшая конструктивная особенность в виде небольшого ушка, которое я как раз таки сейчас хочу нарисовать. Так, мы его чуть-чуть выдвинем вверх, примерно на 10 миллиметров. И после этого само ушко мы выдвинем вот сюда. Миллиметров, наверное, на 20. И теперь смотрите, на какую бы я, пожалуй, не поставил ось, везде необходимы поддержки. То есть поставлю я печататься на вот эту поверхность, мне нужна поддержка вот сюда. Поставлю печатать так, как он сейчас стоит, нужна поддержка вот сюда. Поставлю печатать боком, но окей, нужна поддержка вот для этой части. То есть везде нужна поддержка, и это очень большая проблема. Так как же мне ее решить? Пожалуй, это будет очень просто. Но давайте сделаем нашу деталь еще сложнее, потому что я хочу вам показать, как еще учитывать конструктивные особенности. Буквально одну секунду, давайте отсюда также выдвинем, скажем так, небольшую такую часть. Примерно вот так. Так. Давайте сделаем тоже на 20. Давайте также немного сделаем вырез вот здесь. Примерно вот такой 2,5 мм на 2,5 мм. Так. Вот так сделаем его внутрь. И сделаем то же самое здесь. Отмерим здесь 2,5 мм, и после чего уже отсюда как раз таки сделаем небольшой вырез. Вот примерно вот такой. Давайте теперь сразу экспортируем эту деталь и посмотрим, сколько минут она бы печаталась, если бы мы сделали поддержки, а потом поговорим о том, как сделать так, чтобы печатать эту деталь без поддержек. Для того, чтобы экспортировать эту деталь, я перейду во вкладку Bodies, правой кнопкой мыши и сделаю Save as STL. Нажимаю ОК и после этого всего сохраняю здесь. Так, надо его как-то назвать по-другому, потому что обычно у нас... Надо его назвать как-то по-другому, потому что обычно body 1 встречается абсолютно везде, поэтому мы сделаем вот так. Окей, давайте теперь вернемся обратно, удалим эту деталь и начнем работать непосредственно с нашей деталью. Вот она вот такая у нас красивенькая, хорошенькая. Давайте теперь попробуем, скажем так, сделать так, чтобы у нее были поддержки абсолютно везде. То есть, как вы видите, поддержек очень много, просто крайне много. Из-за чего у нас возникает такая ситуация, что сама деталь печатается 2,5 часа. Давайте попробуем ее сделать без поддержек. И без поддержек она печатается час 50. То есть разница у нас уже в 40 минут. Поверьте, это очень большая разница. Но тем не менее мы не можем начать все это печатать без поддержек. Именно поэтому у нас есть необходимость сделать поддержки самостоятельно. Как мы это можем сделать? Возвращаемся обратно во Fusion. В первую очередь я хочу вам рассказать о том, как сделать простую поддержку, например, вот для, скажем так, цилиндрика. То есть в чем проблема? У нас, когда печатается цилиндрик, давайте еще раз сделаем G-код. Да, вот. У нас, получается, есть один слой, где у нас полностью сам низ цилиндра должен пропечататься. То есть вот, скажем так, вот он, этот самый первый слой, как вы видите. То есть здесь должен быть пропечатан контур цилиндра. Если здесь не будет поддержки, соответственно, контур цилиндра будет печататься в воздухе, а на что он будет опираться? Ни на что. Поэтому мы сделаем вот такую маленькую хитрость. Мы возьмем, сделаем здесь чертеж окружности. Вот в этой, скажем так, на этой плоскости. Окружности ровно такой же, как и должен быть наш цилиндр, то есть 30 мм. И затем мы ее поднимем буквально на 0,03 мм вверх. Именно не вниз, а вверх. То есть сейчас он, скорее всего, уходит вниз. Я прав? Да, я прав. Сейчас он уходит вниз, поэтому сделаем минус 0,03. Вот, так, чтобы оно уходило вверх.
То есть у нас получается, что вот такой слой, один или два слоя 3D принтера, которые будут его печатать, будет вот именно вот такой небольшой, скажем так, кругляшок, а потом мы его просто уберем канцелярским ножом. Окей, переходим дальше. Что нам делать здесь? Здесь нам тоже нужна своего рода поддержка из материала. Как мы ее сделаем? Нам необходимо сделать буквально тоненькие такие стеночки, как раз таки для того, чтобы у нас была опора. То есть, что мы должны сделать? Если мы посмотрим вот сюда, то у нас получается вот эта вот часть, она должна будет пропечатываться, то есть на весу, именно на весу. Но 3D принтер это такой предмет, который умеет печатать нити на весу, и они в целом пролегаются нормально. То есть, но стоит помнить, чем больше дальше расстояние, скажем так, между нитью, чем дальше вот эта пропасть, тем больше шансов, то, что нить провиснет. Поэтому я в целом не рекомендую делать пропасть, скажем так, то есть чтобы нить шла вот так в долгую больше, чем на 4 сантиметра. То есть 4 сантиметра, это, мне кажется, самое большое, что может быть. Дальше уже будет нить сильно провисать, и это будет очень сильно портить и эстетический вид, и функциональные качества вашей печати. То есть не больше, чем 4 миллиметра. Что мы здесь теперь делаем? Мы берем, скажем так, создаем вот здесь чертеж, и после этого делаем ему здесь небольшую опору. То есть буквально вот так, вот так. Далее отсюда мы уже делаем примерно 0,5 миллиметра. Можно даже, я бы сказал, 1 миллиметр. И, то есть, завершаем примерно вот так. То есть после этого буквально берем и выдвигаем это все вниз ровно так, как это и должно было быть. Ровно так, как это задумывалось. То есть для чего мы делаем вот такую поддержку. Потом, после того, как все напечатается, мы просто можем сделать следующее. Мы можем взять и сломать непосредственно вот эту часть нашего принта. То есть вот буквально 20 миллиметров вниз. Я думаю, даже не обязательно делать 1 миллиметр, можно сделать и 0,8 миллиметра, поэтому давайте мы чуть-чуть. То есть тут уже экспериментально. Я все-таки предпочту сделать не 1 миллиметр, а 0,8 миллиметра. Поэтому я сейчас 0,2 миллиметра уберу. Сделаем минус. Даже давайте сделаем минус 0,3. Вот так, чтобы оно было потоньше и полегче обламывалось. То есть смотрите, у нас вот здесь, то есть вот здесь у нас будет сверху пробегать материал. Тут у нас уже будет сама опора, и между этой опорой и вот этой, скажем так, деталью будет ложиться материал, и ему будет с двух сторон на что опереться, из-за чего он не должен будет проваливаться, провисать. Давайте посмотрим теперь вот здесь. Та же самая ситуация у нас здесь. Нам нужно здесь посерединке примерно создать опору, чтобы у нас не было сплошной стены. Давайте сделаем отступ примерно, я думаю, в 1 миллиметр достаточно. И отсюда тоже сделаем отступ примерно в 1 миллиметр. Давайте прочертим до конца вот сюда. И уже отсюда сделаем отступ в 1 миллиметр. После этого уже мы можем взять прямоугольник, провести его вот сюда. И то есть здесь сделать 0,7. Ровно такую же стеночку. То же самое касается и вот здесь, то есть нам ровно такую же стеночку необходимо сделать здесь и вот здесь теперь. Давайте теперь для того, чтобы это было более удобно, начертим ее на вот этой стороне, то есть обе вот эти стены. Сделаем ровно так же вот здесь, вот такой небольшой чертежик. И вот здесь сделаем тоже такой небольшой отступ и вот такой чертеж. Замечательно. Теперь мы можем это также выдавить внутрь. Раз, два. И делаем минус точка 7. Вот так. То есть у нас получились вот такие своеобразные поддержки, которые мы затем возьмем и просто обломаем либо канцелярским ножиком, либо руками. Да, мы так или иначе все равно будем использовать материал на это, но поверьте мне, материала будет использоваться заметно меньше. Я хочу измерить расстояние между вот этой частью и вот этой частью, для того, чтобы понять, нужна ли там поддержка или нет. Примерно 40 мм, окей, я сказал, это прям такое самое большое значение. Давайте распечатаем его на 3D принтере и посмотрим, как с этим будет. Я опять выгружаю это все в STL формат. Сделаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 в этот раз. И теперь давайте посмотрим разницу при печати с нашими искусственно сгенерированными поддержками. Давайте сделаем Slice Now. Настройки абсолютно те же самые. Толщина слоя 0,15 мм. То есть заполнение 30%. И как вы видите, здесь у нас уже не 2,5 часа, а просто 2 часа и 3 минуты. То есть это более чем достаточно. Как вы видите, здесь только всего лишь один слой вот здесь снизу окружности будет заполнен, в то время как остальные слои
то есть пойдут уже у нас непосредственно для самой окружности, то есть опора для окружности у нас будет. И вот здесь также вы видите то, что сами стеночки будут не сильно толстыми, но при этом, то есть толщиной в две стеночки, что более чем достаточно для того, чтобы они были и прочные, при этом потом легко убрались. И как вы видите, печать у нас заметно стала меньше. Опять же, повторимся с тем, что мы сделали. Мы сделали вот такую небольшую, скажем так, платформочку для нашего отверстия вот здесь. Плюс ко всему мы сделали стеночки. При этом мы сделали стеночки так, что здесь есть расстояние между самими разными стеночками, для того, чтобы это все не было сплошным и намного легче убиралось. И если мы посмотрим, то первый слой как раз таки вот этого же прямоугольника очень легко проходит по этим поддержкам, и заполняться он будет также очень легко. Давайте теперь напечатаем и посмотрим, как это выйдет. Итак, наша моделька только что распечаталась, что мы можем сказать сразу. Во-первых, вот эти, скажем так, поддержки очень хорошо себя показали. Все пропечаталось просто замечательно, то есть вы видите, что здесь есть некие провисания, но они не прям такие сильные, то есть я говорю, они позволительные. Что касается вот этой окружности, я печатал на 3D принтере MakerBot, и, видимо, 0,3 мм недостаточно для него, чтобы он пропечатал слой, к сожалению. Поэтому я бы даже, наверное, сделал бы больше. То есть можно сделать вывод о том, что необходимо экспериментально найти высоту, при которой он пропечатает слой вот здесь. Но тем не менее, давайте уберем рафт, в целом посмотрим, что у нас есть. То есть вот это все необходимо будет почистить канцелярским ножиком, но в любом случае видно то, что даже если и так, у нас все равно модель пропечаталась более-менее. То есть единственное, вот это все нужно будет убрать ножом. То есть делается это обычно просто как-то каким-то вот таким способом. Мне немного неудобно делать это, так как у меня между моих рук стоит камера, поэтому да. То есть я просто вот так убираю части вот этого пропечатанного пластика. Просто канцелярским ножиком. То есть в любом случае, несмотря на это, у нас здесь тоже модель пропечаталась нормально. Как вы видите, 4 мм, точнее 4 сантиметра расстояние. Это, можно сказать, самое финальное, которое мы можем себе позволить. Но тем не менее, довольно-таки неплохо. То есть я бы не стал делать больше 4 сантиметров. И последнее, вот это наши поддержки. То есть брать их крайне легко. Здесь тоже оно все легко обламывается. И ровно то же самое и здесь. То есть мне даже в целом нет необходимости пользоваться канцелярским ножиком как таковым, для того, чтобы выломать вот эти поддержки. Итого, как вы можете видеть, мы напечатали 3D деталь, не используя поддержки в нашем слайсере, а используя самостоятельно смоделированные поддержки, что, как вы видели, очень сильно сократило время при печати. Ну и вот эту часть тоже, например, можно просто вот так отрезать. Работает это крайне замечательно, то есть, как видите, деталь напечатана. И при этом мы не использовали поддержки, мы использовали не так много материала, как могли бы используем поддержки из обычного слайсера. Но при этом получили замечательную такую хорошую деталь. Итак, как вы сейчас поняли и убедились, самодельные поддержки очень эффективны в 3D печати и в 3D моделировании. Более того, чаще всего поддержки, которые у нас работают в слайсере, занимают, как я уже говорил до этого, очень много времени для печати, плюс ко всему используют много материала, и в целом очень жалко использовать так много пластика, казалось бы, впустую. Поэтому я рекомендую как можно чаще использовать вот такие поддержки, которые будут намного лучше для вашего принта, намного лучше для ваших деталей. Плюс ко всему они будут экономить и ваше время, и ваш пластик. На этом у меня все. Если вы хотите получить практику в тех знаниях, которые вы получили из нашего урока, обязательно приходите в американские уголки, которые есть в 11 городах Казахстана. Тут вы можете получить и ноутбук, и плату Arduino, и 3D принтер. Но при этом стоит учитывать особенности эпидемиологической ситуации в вашем городе и обязательно консультироваться напрямую с американским уголком, в который вы хотите прийти, о том, как надолго вы можете прийти и можете ли вы прийти сейчас. Также не забывайте заходить к нам в школу, выполнять домашние задания и рекомендовать этот курс друзьям. Всем большое спасибо, до скорых встреч!